Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня 12 ноября. В администрации района проводится брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хайрдинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеиркеевской центральной районной больницы Гульназ Решатовна Нуриева. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан, передаем слово заместителю главы администрации по социальным вопросам Рамилю Назимовичу Хайрдинову. Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 в регионе зафиксирован 11 981 случай заболевания. Прирост за последние сутки составил 110 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получает 285 человек. Из них в тяжелом состоянии 27, подключенных к аппарату ИВЛ 6. На амбулаторном лечении находится 621 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 27 пациентов. Всего за период пандемии 11 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован 1 случай смерти от COVID-19. Всего умерших 64. Количество случаев с пневмонической пневмонией за сутки 315. Выписанных пациентов с пневмонией 321. Рамиль Назимович, 9 ноября главой Республики Башкортостан Радим Хабировым внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. Ознакомьте, пожалуйста, с ними. Согласно новой редакции указа о режиме повышенной готовности, действующей на территории Башкортостана, с 10 по 30 ноября включительно для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, установлен обязательный режим самоизоляции, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращения в финансовые организации и салоны связи с 11:00 до 13:00. Эта норма не применяется к руководителям, сотрудникам организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным. При наличии у них паспорта и справки установленной формы на бумажном носителе, выданной предприятием. Обязательный режим самоизоляции также сохраняется в отношении тех, кто находится в социальных учреждениях до 30 ноября включительно. Еще одно важное изменение. Дети до 18 лет не должны находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей, при наличии у них документов, подтверждающего родительские права. Кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при условии заполнения зрительских мест только не более 30% от вместимости зрительного зала, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. При этом деятельность наших клубов, дискотек и иных аналогичных объектов по-прежнему приостановлена. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, в том числе всех работников старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания. С 9 по 22 ноября школьники с 1 по 5 классы и 11-классники учатся очно. Также в обычном режиме будут заниматься все учащиеся малокомплектных школ и тех учебных заведений, где технически невозможно организовать дистанционное обучение. 6 и 10 классы перешли на дистанционный режим. Учреждение дополнительного образования тоже на 2 недели организует занятия в дистанционном формате. Организациям общепита, за исключением объектов придорожного сервиса и ресторанов доставки, необходимо ограничить режим работы с 0 часов до 6:00. При этом приготовление пищи и допуск посетителей нужно завершить до 23:00. При всем этом не забываем носить защитные медицинские маски в общественных местах. Напоминаю жителям, необходимо использовать защитные маски вне места проживания,
том числе в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а в магазинах, финансовых организациях и МФЦ надо использовать перчатки. И в этой связи расскажите, пожалуйста, как обстоят дела в районе по соблюдению масочного режима и самоизоляции. В соответствии с указом главы Республики Башкортостан, уполномоченным сотрудником комитета по управлению собственностью земимущества РБ по Илишевскому району, уполномоченным сотрудником администрации Илишевский район, совместно со специалистами Нефтекамского управления Роспотребнадзора проведены проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в местах массового пребывания людей, а именно в продовольственных магазинах, предприятиях общественного питания. Руководителям вручены предписания о проведении дополнительных профилактических мероприятий, а также проведены беседы о необходимости проведения вакцинации сотрудников из групп риска. Протоколы составляются в административных правонарушениях в соответствии со статьей 20.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Межведомственная комиссия проверила соблюдение масочного режима на входах, в кассах, размещение информации о необходимости ношения масок, наличие дезинфицирующих средств для обработки рук, масок, перчаток на видном для покупателей месте, наличие разметки для соблюдения посетителями дистанции, наличие журналов измерения температуры тела сотрудников, фиксация проведения санитарной обработки помещения. За весь период с начала пандемии к административной ответственности привлечены 373 человека. За невыполнение правил наложен штраф на общую сумму 38 тысяч рублей. Напоминаем, что за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в общественных местах влечет с собой штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей на граждан, от 10 тысяч до 50 тысяч рублей на должностных лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на предпринимателей, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей на юридических лиц. Также ежедневно в сельских поселениях района продолжаются профилактические рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах при участии членов добровольных народных дружин, представителей сельской администрации и работников внутренних дел. А теперь слово передаю Гульназ Решатовне. Расскажите, пожалуйста, общая ситуация по распространению коронавирусной инфекции в нашем районе. Официальная статистика, число инфицированных, выздоровевших, сколько выполнено тестов, также активных пациентов на лечении амбулаторно, количество умерших по району. Добрый день, уважаемые жители района. По нашим данным, по подтвержденным анализам, которые мы получаем из лаборатории, за весь период наблюдения в нашем районе зарегистрировано 173 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции. Из них 140 пациентов выздоровели. Это составляет 81% из общего количества. На сегодняшний день 33 пациента находятся под наблюдением. 3 из них находятся в стационаре в инфекционном госпитале, 17 из них получают амбулаторное лечение. Это, как правило, пациенты с легким течением, которые требуют только динамического наблюдения. И 13 пациентов у нас находятся на стационаре на дому. И также у нас они осматриваются и врачами-терапевтами, и средним медицинским персоналом с взятием биоматериала и назначением диагностических исследований. Насколько известно, вирус COVID-19 настолько коварен, что может показать те же симптомы, что и уже более привычное населению простудные заболевания или грипп. Как же населению отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа? Как их не перепутать? Действительно, COVID-19, он оказался настолько коварным, что даже может у пациентов протекать бессимптомным течением. Это означает, что если даже внешне человек выглядит здоровым, он может быть источником и переносчиком инфекции, а именно коронавирусной инфекции. Это тот самый опасный случай, когда человек, не зная о своем заболевании,
может переносить инфекцию другим лицам. Поэтому здесь еще раз напоминаю, что всем нужно беречь себя и ходить в защитных масках и перчатках для того, чтобы не подхватить инфекцию именно от таких пациентов с бессимптомным течением. И они у нас относятся именно к той категории пациентов, которые являются наиболее заразными в период заболеваний и в инкубационном периоде. Но касаемо симптомов, действительно у нас коронавирусная инфекция вначале проявляется как обычные простудные заболевания, да, на народном языке это острые вирусные инфекции. И в начальное время, конечно же, их отличить тяжеловато нашим простым людям, потому что мы ежегодно болеем от 2 до 3 раз в год. Но имеются некоторые критерии, которые действительно позволяют отличать коронавирусную инфекцию от обычных простудных заболеваний. Например, обычные простудные заболевания, они начинаются с катаральных симптомов. Это что такое? Это у нас чихание, насморк, заложенность носа, слезотечение зачастую бывает. А при коронавирусной инфекции очень-очень редко явление чихания и насморка. И самыми отличительными признаками при коронавирусной инфекции является то, что высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание. Здесь также кто очень хорошо следит за своим течением заболевания, может заметить, что простудными заболеваниями обычно заболевает через 2-3 дня после контакта с каким-нибудь больным пациентом. А при коронавирусной инфекции у нас инкубационный период составляет от 1 до 14 дней, но в среднем по практике это 5-7 дней после контакта заболевания. Поэтому если появляются симптомы, то в первую очередь нужно обратить внимание на температуру, одышку и сухой кашель. И при этом побледнение кожных покровов тоже часто бывает при коронавирусной инфекции, нежели при простудных заболеваниях. Далее советую всем пациентам с такими симптомами анализировать свой эпидемиологический анамнез. Это что такое? Это выезды за пределы уже не региона, наверное, не Российской Федерации, даже Республики Башкортостан за последние 14 дней. Это тесные контакты с пациентами, которые были на карантине и которые в последующем заболели. Они тоже являются у нас источниками. Это контакты с пациентами, которые уже болеют коронавирусной инфекцией. Они тоже относятся за последние 14 дней именно к потенциальным источникам инфекции. И это пациенты, которые также наблюдались по подозрению на коронавирусную инфекцию. Но, конечно же, тоже нужно иметь в виду контакты с пациентами с небольничными пневмониями, потому что у нас коронавирус очень часто осложняется небольничной пневмонией, поэтому их тоже нужно рассматривать как группу риска. Скажите, пожалуйста, если человек уже заболел, у него есть какие-либо первые признаки, что он должен делать? Вызвать врача, остаться дома, и когда ему будет необходимо сделать все-таки тест, пройти КТ? При появлении первых симптомов самое первое, что необходимо, это не заниматься самолечением. В первую очередь нужно подумать, если у вас легкое течение, если вы можете себе позволить, вы можете подойти в так называемые наши красные зоны кабинеты. Это кабинет неотложной медицинской помощи, 101 кабинет, он расположен на первом этаже нового здания поликлиники и имеет отдельный вход. А если это в нерабочее время и выходные дни, то у нас имеется красная зона, специально выделенная в приемном отделении. Если состояние не позволяет у нас самому обратиться в нашу центральную районную больницу, то тогда уже необходимо в рабочее время пациенты вызывают бригаду неотложной помощи, а в нерабочие и выходные праздничные время у нас вызывается бригада скорой медицинской помощи. Касаемо по
взятию мазков на исследование коронавирусной инфекции. У нас организована работа так, что при обращении в поликлинику берется анализ, когда человек первично болеет, любая острая респираторная вирусная инфекция, это не именно ковид, и внебольничные пневмонии, они обязательно подлежат исследованию на коронавирусную инфекцию. Пациенты при обращении также подлежат взятию биоматериала на исследование коронавирусной инфекции, а также у нас бригады скорой медицинской помощи оснащены питательными средами, зондами и пробирками в термоконтейнерах для того, чтобы при вызове пациента на дом они уже едут подготовленные в средствах индивидуальной защиты с термоконтейнерами для того, чтобы они могли сразу провести забор биоматериала. Ну, отсюда также вытекает рекомендации для населения, чтобы они, когда будут делать вызов, обязательно диспетчеру сообщили о своих всех симптомах, не скрывая, о своих контактах, выездах и наличие пациента, который находится на карантине, или возможно, что был контакт также с таким пациентом, чтобы наши сотрудники могли уже в полной комплектации поехать и провести забор биоматериала, и чтобы они были также в СИЗО. Спасибо вам за ответы, уважаемые жители. Далее мы приступаем к вопросам, поступившим нам через социальные сети. Правда ли, что для профилактики коронавируса нужно принимать витамины? Что наиболее эффективно в эпидемиологический сезон? В профилактике, диагностике и лечении коронавирусной инфекции мы основываемся в временных рекомендаций, которые уже вот последняя версия у нас вышла, 9-я версия, мы говорим, она разрабатывается Министерством здравоохранения Российской Федерации. В этой методичке у нас прописаны все алгоритмы, все схемы лечения и профилактики. И так вот, для медикаментозной профилактики здоровья лиц от коронавирусной инфекции в рекомендациях Минздрава все-таки прописываются противовирусные препараты. Но если это назвать препараты, то это грипферон назальный, 1 капля утром ежедневно, и орбидол 200 мг дозировка 2 раза в неделю в течение 3 дней. Это рекомендованная медикаментозная профилактика коронавирусной инфекции. Но действительно в организме нехватка витаминов, оно повышает восприимчивость организма к вирусу, поэтому витамины они никогда не лишние, тем более в такой эпидсезон, в период пандемии. Я бы тоже рекомендовала всем подготовить организм все-таки к встрече не только с коронавирусной инфекцией, но с инфекцией, которая у нас и других респираторных дыхательных путей. То в таких случаях вот именно в этот эпидсезон рекомендуют в основном витамин D, витамин С и минералы такие как цинк, селен и магний. У нас витамин D, витамин С является мощным антиоксидантом, и он также имеет свое действие против микроорганизмов, против вирусов. А витамин D у нас укрепляет дыхательную систему, потому что мы уже опять-таки из практики знаем, что коронавирусная инфекция в основном поражает дыхательные пути, а именно в большинстве случаев легкие, поэтому я думаю, что прием витаминов, минералов, он никогда не будет лишним, а наоборот поспособствует подготовке организма к встрече с инфекциями. Далее поступил вопрос, на который мы, конечно, ответили, но все же повторимся. Берут ли анализ на коронавирус на дому? На дому. У нас в районе пациенты, которые находятся в населенных пунктах и где имеются фельдшера, фельдшерско-акушерские пункты, у нас анализы берутся силами фельдшеров. Это опять-таки сюда встает вопрос, либо они на дому берут, либо они вызывают к себе, могут вызвать в ФАП, если это у нас идет динамическое контрольное исследование анализа мазка. Касаемо нашей центральной районной больницы, да, я уже действительно сказала, что у нас имеются пункты забора биоматериала на базе центральной районной больницы, ну а маломобильные, тяжелые пациенты, которые находятся на дому, к ним, да, в точечном режиме мы выезжаем, берем анализы.
Также стоит вопрос, вот сколько жителей сегодня находятся в тяжелом состоянии на ковид в госпитале у нас в районе? Наш госпиталь уже функционирует с 13 октября. Мы его развернули на 15 коек. С этого момента у нас стопроцентная занятость койки ежедневно. У нас никогда, то есть текучесть там хорошая идет, койки заполняются планомерно. Из 15 пациентов у нас 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них 2 пациента находятся в реанимационной палате и 1 пациент находится на аппарате искусственного дыхания. Как в домашних условиях определить, что у человека развивается пневмония? Назовите, пожалуйста, основные симптомы. Но если начать вообще, что такое пневмония? Пневмония – это воспаление легких. А легкие, они являются уже конечным этапом дыхательной системы. В легких у нас находятся альвеолы, которые восприимчивы к микроорганизмам. Так вот, при пневмонии у нас происходит воспаление именно легких, воспаление альвеол и заполнение в последующем альвеол жидкостью. И вот эта жидкость, она может быть разной консистенции, слизистая, гнойная, слизисто-гнойная может быть. В последующем она вызывает кашель. Но основные симптомы пневмонии – это высокая температура, затрудненное дыхание, одышка, она может быть и в покое, и при физнагрузке, кашель с отделяемым мокротой, боль в грудной клетке. То есть это вот основные симптомы пневмонии. И опять-таки рекомендую в этих случаях не заниматься самолечением, а обязательно вызвать бригаду неотложки на дом. И последний вопрос, который нам поступил через соцсети, это почему так долго приходится ждать результатов анализа на коронавирус? Действительно, у нас были проблемы с ожиданием результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Но хочу изначально сказать, что мы анализы отправляем в 21-ю клиническую больницу города Уфы, и она, бактериологическая лаборатория, работает на на город Уфу и на несколько районов. И вот ожидание результатов, оно связано с тем, что лаборатории во многом загружены наличием исследований. И вот за последнюю неделю хочу отметить, что у нас проведена все-таки разъяснительная работа межведомственная между медицинскими организациями, и в том числе там была проблема с введением результатов в систему Промед, потому что мы результаты отслеживали по нашей базе. Сейчас нам начали отправлять результаты в бумажном варианте, и это позволило нам снизить сроки ожидания до 2-4 дней. Сейчас уже я надеюсь, что и в дальнейшем эта работа будет налажена и будет поддерживаться, и мы будем результаты узнавать намного быстрее. Спасибо большое. Уважаемые жители, мы напоминаем вам телефоны горячих линий. Вы видите их на своих экранах. И на этом наш сегодняшний брифинг завершается. Напоминаем, что следующий брифинг состоится на следующий четверг, 19 ноября, 15 часов. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.